Во дворце спорта «Манеж» подвели итоги первенства по вольной борьбе среди юниоров в памяти заслуженного тренера Советского Союза Сергея Андиева. В течение 2 дней на ковер выходили как дебютанты, так и опытные спортсмены. Этот старт отборочный на первенство СКФО среди молодежи, которое пройдет в середине февраля. Поэтому все участники горели желанием успеха. Уровень подготовки у ребят, я думаю, очень приличный. Не все, конечно, выступают, кто-то из-за травмы, кто-то. Но в целом команда хорошая, молодежь у нас растет, очень такая перспективная. Так что будем ждать. Скоро первенство Северо-Кавказского федерального округа, здесь отбор. Я думаю, что и там мы выступим достойно. Сергей Андиев боролся в тяжелом весе, входил в составы сборных России и Советского Союза, трижды выигрывал чемпионаты РСФСР. 3 братьев Андиевых добились больших побед как на ковре, так и после завершения спортивной карьеры. Они занимались подготовкой молодежи. Подобные турниры становятся стартом в успешное спортивное будущее для многих атлетов. Свои первые медали здесь завоевывали многие ныне известные вольники, такие как Бесик Кудухов, Георгий Кетоев, Алан Гогаев. А это значит, что у юношей перед глазами достойные ориентиры. Ребята занимаются уже по 5-7 лет. Я думаю, что основная масса, они готовы психологически тоже. Но есть ребята одаренные, с кем бы не помешало работать и в психологическом направлении. В некоторых весах есть ряд ребят, которые, если не к этой Олимпиаде, то мы надеемся, что в следующем олимпийском цикле они покажут достойные результаты, которые нас будут радовать. Захватывающие поединки, эмоции наставников и поддержка болельщиков. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов. Они боролись за победу в 8 весовых категориях. Схватки проходили напряженно. Не обошлось без выяснения спорных моментов при помощи жребия и видеоповторов. В весовой категории до 55 килограммов золото удалось отстоять Азамату Кайтукову. На высшую ступень пьедестала также вступили Батырбек Цакулов до 84 килограммов и Тамус Алказанов до 66 килограммов. Но наибольший интерес вызвала весовая категория до 120 килограммов, в которой в свое время блистал и сам Сергей Андиев. В финальном поединке за первое место Сослан Хинчагов взял верх над Арсеном Сакаевым. В своих действиях спортсмен старался быть убедительным и в результате стал победителем турнира по сумме 2 периодов. Спасибо организаторам этого турнира. Соперники у меня были все достойные, но я их сумел обыграть. Спасибо моим тренерам Кокоев Тамураз и Исаков Георгий. Основной состав сборной уже определен. В него автоматически вошли лидеры в своих весовых категориях. Сейчас ребята будут готовиться к предстоящему первенству. А североостинским специалистам стоит обратить внимание на потенциальных чемпионов. Ведь сегодняшние юниоры завтра могут прийти на смену первым номерам сборной России. Земфира Лулаева, Артем Балатаев, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.